Они рассекают воду резкими гребками с молниеносной скоростью. На одном дыхании 25 метров вперед, а затем обратно. И все за считанные минуты. Самые юные участники покоряют 50 метров, а вот участники постарше и все 200. Первый стиль состязания – вольный. Он считается одним из самых легких по сравнению с остальными. Кроль, брас и баттерфляй. Последний стиль самый сложный и к тому же утомительный. Руки совершают синхронный мощный грибок, а ноги и таз плавают волнообразными движениями. Побеждает здесь тот, кто первый коснется бортика. Упорные тренировки – единственный способ оставить конкурентов позади, а спортивное плавание – это ежедневные занятия, на которые уходит не меньше часа. На состязаниях выступают участники возрастной категории с 8 до 14 лет. В зависимости от возможностей каждый пробует себя в разных стилях. Был заплыв, но я всегда волнуюсь перед каждым соревнованием. Как тебе результаты? Отлично, я считаю. Какой у тебя стиль был плавания? Баттерфляй, как бабочка называется, с перевода на английский. Баттерфляй – самый сложный стиль из плавания. Это он на дальней дистанции его очень сложно делать, из-за этого 50 метров бывает. Я всегда хотел заниматься плаванием, я очень сильно любил плавать. Мне здесь больше всего нравится плавать на спине, потому что это у меня лучше всех получается. Открытые соревнования по плаванию посвятили 30-летию образования республики. Организаторы – Минспорт и Федерация по плаванию Ингушетии. Всего соревнуются 40 участников. Плавание – это самый молодой вид спорта у нас в Ингушетии. И фактически эти бассейны у нас недавно появились. И в основном плавание мы работаем с 2013 года, как Федерация плавания начали работать. И с тех пор, я думаю, с такими условиями, как у нас, мы добились очень хороших результатов. Наши дети выезжали на соревнования ЮФО, СКФО, на чемпионат России ездили. И в 2016 году наши дети, которые у нас занимаются, ездили в Крым, переплывали Керченский пролив. Еще 10 лет назад плавание как вид спорта в Ингушетии было чем-то незнакомым. Но со временем у нас появились бассейны, инфраструктура и процесс, что называется, запустили. Условия, чтобы достойно выступать на всероссийском уровне, созданы. Главное теперь желание заниматься. Хава Гайзикова, Мухаммад Дидигов, Новости 24.